Вся власть принадлежит Аллаху. Он владеет тем, чем владеешь ты, и тем, чем ты не владеешь. Вся власть принадлежит Аллаху. Твоя власть формальная, фиктивная и временная, а власть Аллаха вечна и непоколебима. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Мы не сможем найти такую власть, которую бы Всевышний Аллах не даровал какому-то царю, и которая бы при этом не принадлежала Аллаху, одному и единственному и могущественному. Он подчиняет себе всех, и никто не может одолеть его. Он единственный, могучий, и когда он желает совершения какого-либо дела, он принуждает к нему своих творений. Он единственный, судья, который требует расчета, но никто не требует расчета с него. Он властелин дня воздаяния. Всевышний Аллах сделал весь Коран возвеличиванием и прославлением самого себя. Клянусь Аллахом, не познал Коран тот, кто решил, что Коран — это просто набор законоположений. Более того, аяты, в которых говорится о каких-то законоположениях, также являются возвеличиванием и прославлением одного и единственного Аллаха. Истории о пророках являются сообщениями о единственном Аллахе. Истории о великих людях — это разъяснение и указание на то, что вся власть принадлежит одному Аллаху. Аллах богат и ни в ком не нуждается. Больной — это тот, кого Он сделал больным, а здоровый — тот, кого Он сделал здоровым. Он делает болезнь исцелением, а исцеление превращает в болезнь. Кто сделает болезнь исцелением? Кто лечит больных? Кто наставил на прямой путь заблудших? Кто что-то даровал лишенным и несправедливо притесненным? Кто поместил вперед того, кто был позади, и даровал могущество после унижения? Это Всевышний Аллах, Аль-Вахидуль Ахад, Аллах, и Ему одному принадлежит вся власть. Мы совершаем намаз только с Его разрешения и делаем земные поклоны только тогда, когда Он дает свое разрешение на это. И мы вошли в Его дом, мечеть, только когда Он объял нас своей заботой. Аллах, первый, безначальный. До Него не было ничего. Неужели мы будем думать, что кто-то другой помимо Аллаха сможет нам помочь, когда в начале всего Аллах был один? Он последний, и после Него ничего не будет. Он избавится от всех обитателей земли и останется один. Умрут все: врачи, инженеры, цари, короли, амиры, торговцы, богачи, философы, литераторы, и останется один Аллах. Мы отвлеклись на какое-то из Его созданий из-за того, что Аллах научил Его чему-то, и при этом забыли, что тот, кто научил Его, это ведущий все сокровенное и явное. Все знание принадлежит Аллаху и в начале, и в конечном итоге. И все знание, которое было дано созданием, было дано с соизволения Аллаха. Но мы возгордились, когда Аллах обучил нас Ему. Мы возгордились, когда Аллах научил нас. Мы решили, что это наше личное знание. Знание европейских стран или же знание каких-то самых великих стран. Клянусь Аллахом, все знание от Аллаха. Он дал возможность получить его некоторым из своих созданий, чтобы проверить их. И в любом случае всем предстоит вернуться к Аллаху.